Сегодня я хотел бы с вами поговорить о посте. Я знаю, что очень много сказано, я знаю, что мы прошли очень много уже вместе с вами, как церковь, постясь. Мы стремились к каким-то целям, кто-то достиг какие-то цели в постах, кто-то, может быть, не так сильно увидел ответы на свои посты или не так сильно увидел прорыв в своих постах. Есть вещи, которые базовые или которые основные, и это те вещи, о которых я сегодня хотел бы поговорить. Итак, когда мы говорим про пост, с чем у вас ассоциируется это слово? Что такое пост? Просто вот вопрос для каждого из вас. Что для вас слово пост? Богопочитание. Давайте варианты свои. Смирение. Что еще? Жертва. Что? Искание. Еще есть какие-то варианты? Все? Переосмыслить какие-то вещи, правильно? Да, это время остановки для того, чтобы остановиться, переосмыслить и пойти, может быть, немножко по-другому. Мне очень нравится такой вариант, такой совершенно современный вариант, когда мы пользуемся разными гаджетами, нам периодически прилетает новая прошивка на наши телефоны или там на наши iPad. Это то же самое, это определенное обновление, духовное обновление нашего какого-то взгляда. Может быть, есть какие-то вещи, которые замылились в нашей жизни, есть какие-то вещи, которые стали привычными. И так пост – это способ встряхнуться. Пост – это способ, как сказала Лена, это хороший способ для того, чтобы остановиться, посмотреть, переосмыслить и, может быть, пойти совершенно другим путем или немножко скорректировать свой путь. Когда мы говорим про трехдневные посты, я хотел бы попросить вас сейчас помочь мне. Какие места Писания вы знаете в Библии, которые говорят о трехдневных постах? Я знаю, Иисус постился 40 дней, мы все это знаем. Моисей постился 40 дней, Илия постился 40 дней. Но трехдневный пост, это Есфирь, первое место Писания, Есфирь, мы сейчас вернемся к ней. Кто еще помнит, еще есть место Писания, где люди постились 3 дня, и это был коллективный пост. И это был пост, от которого зависело будущее этих людей. Ниневия, да, в книге пророка Ионы, Ниневия, город Ниневия, они постились всем городом, причем мало того, что постились люди, постились животные, 3 дня они ели, 3 дня они пили, и это было время страдания и испытания для всех животных, которые жили в этом городе. Кто может мне сказать, вот напомнить просто, в Новом Завете тоже есть упоминание о трехдневном посте. Там, может быть, это не очень коллективный пост, но это тоже был пост, в который был вовлечен один человек, и еще несколько людей были вовлечены в его пост. Савл, который в Павла должен был превратиться. И это все происходило через пост. Но давайте по порядку. Книга Есфирь. Напомните мне, что там было? Что происходило в этой книге? Почему женщина по имени Есфирь, она объявила, причем женщина объявила трехдневный пост, она попросила поститься всех евреев в этом городе, и она сама постилась со служанками 3 дня. Что происходило в тот момент? Напомните мне, пожалуйста. Угрожала опасность целому народу. Практически над евреями повис такой меч карающий. Они должны были бы быть уничтожены. И люди, которые были старейшинами еврейского народа, они забили тревогу. И они понимали, что у них есть человек, свой человек в царском дворце, который может повлиять на царя. И они обратились к этому человеку. Но Есфирь понимала, что она просто так не может войти к царю. Тогда не было, знаете, вот такого свободного доступа даже у царицы к царю, только по вызову. И она говорит, если я приду, а царь не будет рад моему приходу, меня казнят. Но она сказала в сердце своем, и она сказала Мордохею, своему дядьке, она сказала, давайте будем 3 дня поститься, для того, чтобы Бог открыл какие-то возможности, для того, чтобы Бог сделал какое-то чудо, чтобы я могла войти к царю и могла каким-то образом повлиять на него. И что произошло? Подскажите мне, пожалуйста, после 3-дневного поста. Они победили, молодец. Они победили. Все было хорошо, хэппи-энд. Что произошло? Можете мне напомнить? Никита, что произошло?
Вместо того, чтобы был уничтожен израильский народ, был уничтожен тот человек, который запланировал эту акцию против евреев. И мы видим, что произошло сверхъестественное, можно так сказать, избавление от злых рук или избавление от злого плана, который строил фактически дьявол против целого народа. Избавление от врага произошло. Это было, знаете, удивительным образом. Есфирь приобрела определенную мудрость или определенное понимание, что ей нужно делать. Она в несколько этапов, скажем так, подходила к царю, общалась с царем, говорила царю какие-то вещи. И при этом мы читаем, что в то самое время, когда царь ложился спать, Бог с ним продолжал делать работу, потому что он не мог уснуть. И он вспоминал определенные ситуации, обстоятельства, которые происходили задолго до этого. И он вспомнил, что был такой мужчина Мордехей, который спас его от заговора. И когда он подозвал своих помощников, и он сказал: а что этому мужчине сделали? Он говорит: ничего. Он говорит: я хочу его каким-то образом вознаградить. Знаете, Бог действовал, люди имели видение от Бога, что им нужно делать. И в конечном итоге, как сказала Ниси, все было хорошо, наши победили. Вторая история про Ниневию. Мы сейчас вернемся, вы поймете, к чему я рассказываю сначала эти истории. Мы вернемся, потому что во всех этих историях есть 4 вещи общие. И мы поговорим об этих вещах. Вторая история из книги пророка Ионы. Бог сказал про Ниневию, что этот город будет уничтожен. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, это был мегаполис того времени. Это был гигантский город. И Иона со второй попытки добрался до этого города. Помните, он там бежал от Бога, 3 дня в чреве кита посидел, потом весь пропахший все-таки решился смириться перед Богом и пошел в Ниневию. Что он делал? Он ходил по всему городу и говорил: если вы не покаетесь, Бог придет и уничтожит этот город. Но вторая часть его послания даже самому Ионе нравилась больше. Потому что это были враги Израиля, и он хотел, чтобы Бог уничтожил этот народ. Но внезапно произошла невероятная вещь. Покажи нам, пожалуйста, это место Писания. Давайте мы посмотрим 4 глава. 3 глава, да, извиняюсь, где она у меня? 3 глава книги пророка Ионы. Что происходит в тот самый момент, когда люди слышат пророчество Ионы о своем городе? Смотрите, интересно. Иона начал ходить по городу, проходя столько, сколько можно пройти за день, и стал возвещать: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ниневитяне поверили Богу. В планах или в целях Ионы не было этого, чтобы они поверили Богу. Он хотел разрушения этого мерзкого города, как ему казалось, нечестивого города. И что происходит? И они объявили пост. И все, от большого до малого, оделись в рубище. Когда эта весть дошла до царя Ниневии, он встал со своего престола, снял свои царские одежды, надел рубище, сел в пепел. Он велел объявить в Ниневии указ царя и его приближенных: пусть ни люди, ни скот, ни крупный, ни мелкий не принимают пищи, не ходят на пастбища и не пьют воды. Пусть и людей, и скот оденут в рубища. Пусть каждый изо всех сил призывает Бога. Пусть они оставят свои злые пути и жестокость. Кто знает, может быть, Бог еще сжалится над нами и передумает. Сменит свой пылающий гнев на милость, и мы не погибнем. И интересная развязка в 10 стихе. Когда Бог увидел то, что они сделали, и как они оставили свои злые пути, Он смилостивился и не стал насылать на них беду, которой Он им грозил. Мы сейчас еще и к этому месту Писания тоже вернемся. Давайте еще одно место Писания про Савла, который должен превратиться в апостола Павла. Это Деяния апостолов, 9 глава. Очень интересная история, связанная с гонителем Савлом. Здесь у нас сразу 9 стих мы открыли. Но давайте у нас достаточно времени есть, мы прочтем с 1 стиха. Савл по-прежнему дышал злобой, он был гонитель церкви. Он убивал или участвовал в убийствах верующих, он гнал церковь, он находил верующих в разных городах и тащил их в темницы. И у него даже были особенные документы для этого.
Савл по-прежнему дышал злобой, желая смерти ученикам Господа. Он пришел к первосвященнику, попросил у него письма к синагогам Дамаска, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих пути, которых сможет там найти, будь то мужчины или женщины. Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господи?» – спросил Савл. «Я Иисус, которого ты преследуешь», – ответил он. «Вставай и иди в город, там тебе скажут, что ты должен делать». Люди, путешествовавшие вместе с Савлом, стояли онемев. Они слышали звук, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит. И его за руку привели в Дамаск. 3 дня он был слеп и ничего не ел и не пил. В Дамаске жил ученик по имени Анания. Господь сказал ему в видении: «Анания?» «Да, Господи», — ответил тот. Господь сказал ему: «Пойди на улицу прямую в дом Иуды и спроси там человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится». И в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Анания ответил: «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил Твоим святым в Иерусалиме. И сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает Твое имя». Но Господь сказал ему: «Иди, потому что человек этот – мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Анания пошел, вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом». В тот же момент, будто чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Он встал и принял крещение, затем он поел, и к нему вернулись силы. 4 вещи, которые объединяют эти 3 места Писания. 2 ветхозаветных места и 1 новозаветнее место. Это истории о том, как люди постились по 3 дня. И я хотел бы сегодня, чтобы ты записал для себя эти 4 общих вещи для любого поста. Без этого пост не будет постом, и он не сможет стать благословением для тебя и благословить тебя и окружающих людей. Первое, то, с чего все начинается, когда мы постимся. Первое, это понимание кризиса. Вы знаете, когда мы читаем первые 2 истории из Ветхого Завета, кризис пришел. И не просто кризис, жизнь этих людей повисла на волоске. В истории Есфирь жизнь целого народа еврейского, в истории и пророка Ионы целого города Ниневии. Здесь, когда мы читаем про Савла, жизнь этого человека фактически она пришла в кризис. Он понял, что вся его жизнь, все, что он делал до сегодняшнего дня, это был пшик, это была глупость совершеннейшая, потому что он бодался с Богом, и он ослеп. Он пришел к моменту, когда в его жизни кризис. Друзья, кризис – это движущая сила для того, чтобы мы могли поститься и в постах что-то достигать. Кризис – это неплохо. Иногда мы думаем, что вот наши проблемы, наши трудности, которые нас окружают, когда же все это решится? Я хочу тебе дать один ответ. Это решится тогда, когда ты уйдешь на небо. Поэтому кто-то умер из верующих, радуйся с этим человеком, потому что у него закончились проблемы, с которыми ты все еще будешь продолжать сталкиваться. И кризис – это когда в нашу жизнь приходят невероятные сложности или трудности, которые мы не можем решить своими силами. Вопрос, например, кризис – это кризис, когда, например, твоя семья сначала уверовала, потом прошло 5-7 лет, и, например, дети отказались ходить на собрания. Кризис это или не кризис? Кризис это, например, когда твоя жена, там 15 лет назад, она целовала тебя в щеки и говорила: я за тобой пойду, вместе с тобой мы будем созидать Царство Божие. И потом в один прекрасный момент она сказала: я устала от служения, я хочу дом где-нибудь там на Мальдивах, на Карибах, и меня все остальное не интересует. Все то, чем сейчас занят ты, это не мое. Кризис это или не кризис? Друзья, когда у тебя долг, из которого ты не можешь выбраться годами, из года в год, эти долги давят на тебя, преследуют тебя, кризис это или не кризис? Знаете, мы интересные люди, мы иногда через розовые очки смотрим на нашу жизнь.
И мы думаем так, внутри нашего сердца мы понимаем, что что-то неправильное у нас, что мы пришли к какому-то тупику, как апостол Павел или этот гонитель Савл. Мы пришли к тупику. Мы понимаем, что в нашей жизни кризис, но мы надеваем розовые очки и говорим: ой, да все так живут. Да, у всех такие проблемы. У всех дети, вы посмотрите, у всех дети вырастают, отпадают от Христа. Нет, это не наш путь. Это не наш путь, друзья. И знаете, понимание кризиса, понимание проблемы, понимание того, что в моей жизни есть что-то, что я не могу победить своими силами, возможностями, вот это понимание приводит тебя к настоящему посту. Когда ты в посте, ты выкладываешься, ища Бога, понимая, что Он нужен тебе. И этот кризис только Он может разрешить. Знаете, кризис может быть разный. Кризис разный. Как я уже говорил, дети, которые не ходят сегодня на собрания. И ты, может быть, молишься о том, чтобы у них хорошая работа была, о том, чтобы он, может быть, хорошо вышел замуж или женился. Ты молишься о своем ребенке. Но не это главное. Этот человек, если, не дай Бог, сегодня умрет, там от коронавируса или еще от какой-либо пагубы, или там в аварию, не дай Бог, попадет, он в ад уйдет. Ребята, и вот это понимание кризиса, это понимание какой-то реальности, которая нас окружает, она подталкивает нас сегодня делать какие-то решения в пользу того, чтобы смиряться перед Богом. А пост – это способ смириться перед Богом. Пост – это способ для того, чтобы сегодня нам решить эти вопросы кризиса. Вот если на этом первом пункте остановиться, я никогда не забуду. Моя мама, она сегодня живет на небесах. И много-много-много лет назад, в конце 91-го года или в начале 92-го, я уже не могу точно сказать, она уверовала первая. И после нее уверовал мой отец, потом уверовал мой старший брат. И знаете, каждый раз, когда они мне что-то говорили, когда они мне что-то проповедовали, я раздражался. Это меня реально заводило. Я говорил: хорош ко мне со своим Иисусом лезть. Чего вы ко мне привязались со своей сектой? Мне это вообще не интересно. Все то, что вы мне говорите, это вообще не мое. Вот у меня есть друзья, есть моя улица, есть мой образ жизни. И меня это не волнует. Но знаете, кто-то мог бы опустить руки. Но моя мать, я помню этого человека Божьего, она понимала, что вроде бы вот у них троих решился вопрос спасения, но кризис сегодня в жизни их младшего ребенка, их младшего сына. И они понимали, вдруг, не дай Бог, если я, скажем так, умру или что-то со мной случится, кто-то зарежет меня в пьяной драке, или где-то произойдут какие-то странные там форс-мажорные обстоятельства, и вдруг закончится моя жизнь рано. Они понимали, я в ад уйду. И знаете, это их толкало на что? Во всяком случае, мою мать. Потом она подключала моего отца, подключала там родственников, подключала домашнюю группу. Это толкало их на то, чтобы поститься за меня. И они постились. Я помню, когда я уверовал, мой брат говорил: мы постились за тебя по 3, по 5, по 7 дней. Мы постились о том, чтобы с тобой случилось какое-то чудо. Друзья, понимание кризиса, оно сегодня, и только оно будет толкать нас на то, чтобы мы делали сегодня правильные решения вместе с Господом и правильно молились, правильно постились и искали Бога. Я хочу сказать, знаете, вот иногда смотришь на некоторых людей, ты понимаешь, человек борется с грехом. Человек борется с какой-то похотью. Может быть, раз за разом он падает в одну и ту же яму. И потом ты осознаешь, например, приходишь в себя, осознаешь, плачешь и говоришь: Бог, а я снова оказался там. И ты кусаешься за локти, и ты, может быть, сам себя ненавидишь, сам себе не нравишься. И потом у тебя вот это состояние, когда чувство вины, оно отталкивает тебя от Божьего народа. Когда ты не хочешь находиться в собрании, тебе кажется, что все хорошие, а ты вот такой вот нечестивец какой-то, недостойный человек. Это кризис, друзья. Это духовный кризис, когда мы боремся с чем-то и не можем победить. Иногда даже нам не то, что нужно прийти к какому-то человеку, нам не то, что нужно открыться перед каким-то человеком. Это само собой, для этого тела и нужно. Но иногда самое хорошее решение – взять пост и поститься. И поститься так, чтобы во время этого поста Бог тебе показал что-то или открыл что-то, что поможет тебе преодолеть или победить этот кризис, в котором ты сегодня находишься. Я хотел бы, чтобы ты задумался. Мы будем поститься на этой неделе. Я хотел бы, чтобы ты задумался, о чем бы ты хотел поститься. Какой вид кризиса в твоей жизни?
И это ничего страшного в этом нет, ничего плохого в этом нет. Иногда бывает так, что ты разбираешься с проблемами здоровья, и вроде бы у тебя уже все хорошо, а потом раз проблемы с детьми, а потом раз проблемы там или проблемы здесь. Нет в этом ничего страшного. Страшно, когда мы на это внимание не обращаем, когда мы с этим соглашаемся, и мы говорим, да все так живут. Все так живут. Знаете, когда мы говорим вообще о посте, интересно, современная церковь немножко изменила свое отношение вообще к самому слову пост. Если смотреть на то, как относились верующие первого века к посту, для них это было что-то ежедневное, не то что ежедневное, а постоянное, что-то такое, в чем они участвовали на регулярной основе. Для них это было чем-то таким, знаете, как нормальная практика молиться, нормальная практика прощать людей, нормальная практика там даянием заниматься, нормальная практика детей своих в конце концов воспитывать. И точно такая же нормальная практика для первых верующих была поститься. И сегодня ты встречаешься с людьми, и люди тебе начинают задавать вопрос, зачем вы так много поститесь? Зачем вам все это надо? Потому что за постом приходит прорыв. Потому что пост – это всегда начало твоего какого-то прорыва, решение твоего кризиса. Пост – это всегда способ, благодаря которому ты открываешь себя, свою жизнь для каких-то новых Божьих идей, благодаря которым ты начинаешь что-то побеждать в жизни своей. Я хотел бы, сейчас пока мы остановились на этом первом пункте, я хотел бы прочитать одно место Писания, которое Иисус говорил в Евангелии от Матфея 6 главе. 16 стиха. Здесь написано так, когда вы поститесь. И знаете, вот когда мы читаем это место Писания, выше там даются инструкции о молитве, там даются инструкции о даянии, там даются инструкции о прощении. И вот здесь фактически Иисус дает инструкцию своим ученикам о том, как надо поститься. Вопрос сразу. Если Иисус сегодня не ожидает, что мы будем поститься, Он будет нам эти инструкции давать? Нет. Он ожидает, что каждый из нас и церковь в целом, мы будем вместе поститься. Мы будем делать это на регулярной основе. И знаете, вот эта вот инструкция, которая здесь описывается, мы сейчас дочитаем до конца это место Писания. Это сродни тому, что, например, у меня есть маленький ребенок. И когда он подрастает, я даю ему инструкции, например, связанные с гигиеной. Я объясняю ему, как чистить зубы, как пользоваться щеткой, как намазывать пасту. Это определенные инструкции, которые на всю жизнь. Вот эти инструкции в Евангелии от Матфея, 6 главе, о молитве, о даянии, о посте. Это то, что Иисус на всю жизнь постановил для своей церкви. Итак, написано здесь, когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. В то время такой тренд был. Люди духовные, они всегда хотели показать свою духовность. Люди постящиеся своим внешним видом, они хотели показать свой пост. Чтобы все остальные сказали, вау, каков ты, Карл. Ты же, когда постишься, умойся и помажь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только твой небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом, и тогда Он вознаградит тебя. Скажите со мной, тогда Он вознаградит меня. Ключевое слово. Библия говорит, ведь Он видит и то, что делается в тайне. Ребят, наши посты, они будут самим Богом вознаграждаемы. Ни один наш пост не останется где-то Богом незамеченный. Ни один наш пост не останется чем-то таким, что мы просто совершили вот по старой схеме, по старой привычке, и Бог на это не обратил внимания. Библия говорит, Он вознаградит тебя, потому что Он видит то, что делается в тайне. Аллилуйя! Это то отношение, с которым мне нужно вступать в пост. Если у меня сегодня пятница, суббота на носу, и может быть, да, ты не можешь молиться, поститься в пятницу, у тебя тяжелая работа, ничего страшного, суббота, воскресенье. Может быть, ты не можешь все трое суток поститься безостановочно, можешь по вечерам выходить из поста, ничего страшного. Но суть в том, что ты настраиваешь себя на то, что ты делаешь какое-то особенное усилие в это время, в поиске Бога, ты откладываешь какие-то обыденные вещи, потому что ты знаешь, Он вознаградит тебя. Скажи своему соседу, Он вознаградит тебя.
Он вознаградит меня, Он вознаградит тебя. У Него есть выход из любого кризиса. У Него есть выход из любой ситуации, из любой нерешаемой ситуации. Он знает, как эту ситуацию решить. Он знал это с Есфирью, Он знал это с Ионой, Он знал это с Савлом. Для каждого из этих людей у него был свой выход. Вторая вещь, которая обобщает эти 3 места Писания. Понимание того, что Бог – это мой единственный ответ. Знаете, вот если есть какие-то другие ответы, зачем мне так мучиться, не есть, от Инстаграма отказываться, телек свой не смотреть? Зачем мне такие страдания жизненные? Я знаю, что все равно рано или поздно оно как-то решится. Но, знаете, человек, который сегодня хочет увидеть движение в посте, это человек, который понимает, что Бог и только Бог – это единственный ответ на его сегодняшнюю нужду или на его сегодняшний кризис. Я не могу изменить своих детей. Я не могу сделать что-то, например, для того, чтобы умножились какие-то финансовые потоки. Я не могу сделать что-то для того, чтобы даже мое собственное тело постоянно находилось в здравии, оно было исцелено. Есть какие-то ситуации, с которыми я сталкиваюсь, и я понимаю свою беспомощность. И вот это вот место Писания, которое апостол Павел говорил о своих отношениях с Богом, Бог ему однажды сказал: в твоей немощи совершается моя сила. Что это значит? Это когда я внутри своего сердца понимаю, вот эта ситуация, да, я мог бы решить, как мне кажется, ее своими руками, своими связями, своими деньгами. Я могу вот это порешать, то порешать, благодаря вот этим связям, вон тем связям. Нет. Я понимаю одно, что Бог – это единственный ответ в моей жизни на эту ситуацию. Друзья, я хотел бы, чтобы вы поставили себе цели. Вы посмотрели на те какие-то кризисные ситуации, которые есть сегодня в вашей жизни. И я просто хочу попросить вас, поставьте Бога на первое место в этих ситуациях. Знайте одно, что у Бога есть ответ. И Он к радости единственный ответ. Нам не надо Ему помогать. Нам не надо делать что-то, знаете, своими руками, своим каким-то усердием. Нам не надо ничего делать. Он единственный ответ. И когда я пощусь, в том числе пост, это такая возможность, когда ты можешь что-то услышать от Бога. Ты можешь услышать что-то от Бога, и начинает работать третья вещь. Понимание того, что я должен что-то сделать первый со своей стороны. Знаете, Есфирь, она взяла пост, и она постилась, она искала Бога, она молилась, и Бог ей проговорил в сердце о том, что ей нужно делать. Он дал ей стратегию. Друзья, пост – это мое понимание того, что я должен что-то сделать первый со своей стороны. Мы иногда такие религиозные люди становимся. У нас, когда трудность какая-то, проблема какая-то, мы сами себе сами себя внутри успокаиваем, такую галочку ставим. Ну я же пощусь за это, ну я же молился за это. Значит, оно все само там по себе должно решиться. Нет, пост – это возможность или это способ, благодаря которому мы можем что-то услышать от Бога на вопрос, что мне делать. Слышите, друзья? Вот кризис у меня в семье. И моя мать, знаете, вот снова возвращаясь к этой Божьей женщине, она постилась, она молилась, и однажды они услышали такое слово. И это было вообще за пределы мозга выходящее слово. Дух Святой им сказал: попросите у него прощения за то, что этот человек был воспитан вне истины Писания, за то, что вы негативный пример ему показывали всю свою жизнь. Сейчас вы ему говорите о правильном Боге, но всю свою жизнь вы жили неправильно, и этот пример был перед его глазами. Бог дал им слово. И знаете, я помню, как это происходило. В очередной раз я вернулся ночью домой, ночь была тяжелая, я бы даже сказал, очень веселая. И утром, суббота, родители дома, как-то не по себе выходить. У нас была такая двушка, скажем так, в которой в туалет не попадешь, если ты мимо кухни не пройдешь. Те же самые двушки. И мне так как-то неприятно было, я знал, сейчас они все на кухне сидят. Я знал, что сейчас опять начнутся разговоры, ты где был ночью, ты почему такой пришел, ты почему такой подонок и подлец, ну это я утрирую. И я так как мышь пробрался, в туалет же надо все-таки попасть.
И мне так с кухни голос: Денис, мы хотим с тобой поговорить. Я думаю, опять. Начнутся аннотации, начнутся вот эти вот морали. Тебе надо в церковь, ты старый грешник, ты в ад уйдешь. Вот они мне каждый раз вот подобные вещи говорили. Иисус тебя любит, а ты такой балбес, ты сам свою жизнь прожигаешь. И, знаете, я уже настроился на такой разговор. И я помню, мы сели за стол на кухне, и папа с мамой мне говорят такие слова: Денис, мы хотим попросить у тебя прощения. Я так сразу подожил. И они говорят: мы тебя неправильно воспитывали. Мы тебе неправильный образ жизни показали. Мы были виновниками того, что мы посеяли в твою жизнь. То, что ты, или тот образ жизни, в котором ты сегодня находишься, в котором ты сегодня двигаешься, живешь. И знаете, мое сердце ликовало в тот самый момент. Я был просто на каком-то там небе, вне себя от счастья. Потому что я знал, теперь я буду грешить, я буду делать всякие пакости, и они будут у меня прощения просить. Халилуя! Но знаете, это было понимание, которое Дух Святой вложил в их сердце, что им нужно сделать для того, чтобы кризис, связанный с их младшим сыном, был решен. Они сделали первый шаг, и это казалось совершенно глупым решением. А знаете, что со мной стало происходить? А со мной стала происходить невероятная вещь. С того самого момента я развернулся, я думал, ну все, мне дали карт-бланш, я теперь буду грешить, никто меня трогать не будет, я уже, можно сказать так, под свободой буду жить, потому что они во всем виноваты. А грешить-то я больше не смог. Все, что раньше меня влекло, все, что раньше меня радовало, все, что раньше делало меня счастливым, все, о чем я раньше думал, мечтал, в сладких снах там помышлял, я просто не смог это делать. Мне стало страшно, я делал какие-то нечестивые поступки, я делал какие-то нечестивые вещи, мне стало не по себе. И я начал говорить своим друзьям: давайте вот это вот не будем, давайте вот это без меня, давайте вот так, давайте вот так. Я стал отстраняться от каких-то вещей. Дух Святой в это время делал работу с моим сердцем. Почему? Потому что они понимали кризис. Потому что они понимали, что только Бог может ответить на этот кризис. И у них было понимание того, что им нужно сделать. Друзья, пусть наш пост трехдневный, он будет не просто временем, когда мы тупо ничего не едим или не смотрим в Инстаграм. Пусть это будет время, когда мы у Бога спрашиваем, куда мне идти, что мне делать. Помните этого Савла, который сказал: кто ты, Господи, куда мне идти, что мне теперь делать? И эти вопросы, которые сегодня должны повиснуть в воздухе в нашей жизни, и на эти вопросы Бог обязательно будет отвечать. Если у тебя сегодня кризис в финансах, не надо просто молиться, пусть деньги придут. Это классная молитва. Я согласен, иногда это вообще рабочая схема. Но зачастую Бог хочет, чтобы мы с Ним связь наладили, и в этой сфере мы стали партнерами. И Он будет нам говорить, что конкретно мне надо начать делать для того, чтобы в этой сфере произошел прорыв. Люди религиозные, они просто сами себе ставят галочку. Они говорят: я 3 дня попостился, я утром час помолился. И они как бы освобождают себя от ответственности за то, чтобы им самим что-то делать. Они на Бога перекладывают, они говорят: я уже час помолился сегодня за своего сына, я уже там 3 дня попостился за него, а ты там с ним что-то делай. Нет, получи от Бога в посте, что я конкретно должен сделать. Какая моя часть? Какая, скажем так, моя доля в этом труде, который должен совершиться. И четвертое, то, что объединяет все эти места Писания, невероятное воздаяние от Бога. И это самое крутое. Друзья, это самое крутое. Понимание того, что когда ты постишься, когда ты, может быть, томишь свою плоть, когда люди вокруг тебя, они приходят к тебе и говорят: что ты там бесконечно постишься, молишься, вы какие-то чокнутые, вы какие-то там, не знаю, сектанты, зачем вам это надо? Бог сегодня вот такой вот, Бог благодати. Знаете, люди разные сегодня есть, и они нам говорят: зачем поститься? Бог сегодня не прячет себя, Бог сегодня будет делать свою работу и без постов. Если бы так было, ни одного слова, упоминания о посте не было бы в Новом Завете. Мы бы не читали об Иисусе, который 40 дней постился. Мы бы не читали Его наставления в Евангелии от Матфея. Мы бы не встретили эту историю, которая записана в Луке в 5 главе. А там еще более потрясающая история. Помните, пришли ученики фарисеев и Иоанна, и они задают Иисусу вопрос. Помните? Можете мне напомнить? Что они его спрашивают? Они говорят: почему?
Ну почему? Почему твои ученики, там Библия говорит, едят и пьют в Евангелии от Луки в 5 главе. 33 стих, если я не ошибаюсь. А ученики Иоанна и фарисеев постоянно, там есть слово, постоянно постятся. Иисус не стал их высмеивать и не стал им говорить, да потому что я сегодня благоволю к своим ученикам, им больше не надо поститься. Что Он сказал им? Он им сказал так, пока жених сегодня за свадебным столом вместе с этой свадебной командой, им вообще не о чем заботиться. Представьте себе, Иисус рядышком. Иисус вот Он всегда, ты Его видишь, ты с Ним разговариваешь, Он тебе говорит какие-то вещи. Что, Иисус, налог будем платить? Давай заплатим. А что делать? А он кидай удочку. И поймали рыбку, там все необходимые деньги. Иисус, ты знал ответ? Да, я знал ответ. Закиньте по левую сторону сеть. Мы всю ночь рыбачили, ничего не происходит. Закиньте, ребят. Я что-то знаю. У Иисуса был всегда ответ. И здесь написано, зачем было ученикам поститься, если рядом с ними ходячий Божий небесный ответ. А дальше он говорит такие слова. 35 стих. Но придут дни, когда отнимется у них жених. И вот тогда будут поститься в те дни. Друзья, эти дни сегодня, в 21 веке. Сегодня самое время нам поститься. И я хотел бы закончить свое послание сегодняшнее, достаточно короткое. Я хотел бы закончить его посланием евреям, 11 главой, 6 стихом. Здесь интересное место Писания, которое говорит о том, что такое вера и как она работает. Написано так, что без веры Богу угодить невозможно. То есть наши отношения с Богом, они строятся на вере. И дальше написано, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Вот здесь два интересных выражения есть. Когда мы приходим к Богу, мы приходим с какой-то своей нуждой, с какими-то трудностями, проблемами. Просто мы приходим к Богу в Его присутствие. Здесь написано, мне надо верить, что Он есть. Так иногда бывает с нами, что кажется, что Бог так далеко, что Его нет в нашей жизни, что Бог нас покинул, что Бог нас оставил. Иногда бывают, такие мысли. Он говорит здесь, тебе надо верить, что Бог есть. И второе, что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Бог вознаградит тебя. Бог обязательно принесет прорыв в твою жизнь. Бог обязательно сделает невероятное чудо и для семьи, и для финансов, и для любой сферы твоей жизни, где сегодня есть кризис. Единственное, что все, что нужно тебе и мне сделать, это согласиться с Богом, что без Него я ничего не могу. Я снимаю с себя эти розовые очки, я снимаю с себя этот взгляд того, что да, само собой все разрешится. И я начинаю делать со своей стороны какие-то шаги, какие-то решения для того, чтобы искать Бога, для того, чтобы в конечном итоге видеть вознаграждение от самого Бога. Бог вознаграждает тех, кто Его ищет. Скажи, пожалуйста, сейчас своему соседу, Бог вознаграждает тех, кто Его ищет. Итак, пост – это время поиска Бога. Пост, особенно трехдневный пост, это время, когда мы смиряем свою душу, мы смиряем себя, мы оставляем свои обыденные дела для того, чтобы приблизиться и быть ближе к Богу, для того, чтобы чему-то учиться у Бога. Когда мы это делаем, то обязательно Бог будет вознаграждать нас. Знаете, когда мы говорим о коллективном посте, и когда мы говорим о посте церковном, мы начинаем поститься, первое служение ноября мы начинаем с поста. Это какое-то общее соглашение Божьего народа, Божьего тела, для того, чтобы происходил какой-то финансовый или не знаю, прорыв, связанный с семьями с нашими. Я очень сильно хотел бы, чтобы мы постились сегодня за определенные кризисы, которые у нас есть в наших семьях. За кризисы, например, у тебя кто-то из детей потерян сегодня. Может быть, твоя вторая половина сегодня, такая, знаете, не за Богом, не за тьмой, не поймешь вообще, что этот человек хочет. Может быть, знаете, мы понимаем, что в нашей жизни есть кризис, когда у нас все наши обстоятельства, они как будто бы против нас повернулись. Как будто бы все враги, какие только возможно, они ополчились против нас. И здоровье, и кредиторы какие-то начали на нас давить, и т.д. и т.п. Это самое хорошее время. В это время поста согласиться для того, чтобы Бог дал ответ на то, что делать
во время кризиса. Аминь.